Исламский образовательный видеопортал Муршид ТВ представляет новшество, полный разбор темы. Муфтий шейх Салах Межиев. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, его семейству, сподвижникам и всем остальным. Я свидетельствую, что нет иного Бога, кроме Аллаха, единственного, у которого нет сотоварищей. Я также свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Мира, милости и благословения Аллаха вам. В наше смутное время мы наблюдаем много людей, которые не понимают, что такое новшество. В частности, в этом аспекте вопросы возникают у молодежи, которая не может отличить сунну от новшеств и из-за непонимания в отношении данного вопроса заблуждается. Говорит пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям: «Тот, кто призвал к истинному руководству, тому будет награда, подобная наградам тех, кто последовал за ним. И это не убавит из их награды чего-либо». Если ты призвал человека к истине и направил его на истину, ты будешь участником награды, которую он будет получать. А тот, кто призвал к заблуждению, ему будет грех, подобно грехам тех, кто последовал ему. И это не убавит из их бремени греха чего-либо. И поэтому призывать людей к благому – это награда. И награда тем, кто действует по этому указанию. Однако призывать к заблуждению – это грех, который ложится на того, кто призвал к нему, как и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого заблуждения. Поэтому первое, что должен знать каждый человек, это то, что некоторые молодые люди, особенно те, кто думают, что они лучше всех познали сунну посланника, алейхиссаляту вассалям, считают, что будто бы известные ученые, являющиеся приближенными рабами Аллаха, имеющие степень иджтихада, не обладали достаточными религиозными познаниями в вопросах сунны и новшеств. А сами тем временем следуют за пониманием недавно появившихся Албани, Фаузана, Ибн Усаймина, Ибн База и прочих. Еще нагло утверждают, что следуют учению саляфов, ложно именуя себя салафитами. А кто такие саляфу салих? Это великие ученые первых 3 столетий хиджры, начиная от имама Абу Ханифы, имама Шафи'i, имама Малика, Ахмад ибн Ханбаля, а также их ученики, которые усердствовали в знаниях, имам Аль-Аш'ари и имам Матуриди. Вот кто такие саляфу салих. Мы следуем Корану и Сунне методами, которые они изложили. Если ты следуешь мазхабам и придерживаешься мазхаба в акиде, ты следуешь за саляфами. Но те, о которых они говорят, это современники. Они следуют современным имамам-псевдосалафитам и при этом хотят именовать себя салафитами. Салафитами не становятся таким образом. Саляфус салих – это ученые первых 3 веков по хиджре. Это те, за которыми мы следуем. Имамы, которые были после саляфус салих, такие как Джувайни, имам Газали, Рифа'i, Рамли, Ибн Хаджар Аскаляни, имам Навави, они все продолжили дело ученых первых 3 веков, улучшая и укрепляя их труды. Они донесли до нас сунну пророка, алейхиссаляту вассалям. Поэтому, что такое сунна и что такое новшество, о котором говорил пророк, алейхиссаляту вассалям? У нас должно быть четкое понимание этих вопросов. Итак, что такое сунна? Сунна – это слова, сказанные пророком, алейхиссаляту вассалям, дела, содеянные пророком, алейхиссаляту вассалям, и то, что он одобрил своим молчанием, когда действия совершали перед ним. И, как было сказано учеными, его молчание из его действия. Все слова, которые мы слышим или говорим, будь это слово «сунна», слово «шариат» или слово «бида», рассматриваются с 2 сторон, то есть имеют 2 значения. Первое – это языковое значение, смысл которого вытекает из арабского языка. А второе – это истиляхан, то есть терминологическое значение. Например, что означает сунна в терминологическом значении? Что означает этот термин, какой смысл и понимание он несет? Вот что это значит. Например, слово «сунна», если взять языковое значение, означает «дорога». Ат-тарика – путь.
Однако, если сказать «сунна пророка, алейхиссаляту вассалям», то тут же имеется в виду совсем другое значение. Это то, что он сделал, то, что он сказал, то, что он одобрил своим молчанием, когда совершали перед ним. И таким же образом, если мы возьмем слово «шариат», у него тоже есть два значения. Языковое. То есть, какое значение этого слова в арабском языке? Оно тоже означает «дорога». Однако, какое значение имеет слово «шариат» в терминологическом значении? Это хукмы из религии ислам, его ахкамы и границы, к примеру. И таким же образом слово «бида». Например, если сказать «бида», что оно означает в языковом значении? Новшество в языковом значении означает привнесение чего-либо, чему не было аналога ранее. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Создатель небес и земли, который создал их без прообраза». Когда Аллах создал небеса и землю, то ранее них ничего не было сотворено. Словосочетание «бади'ус самавати валь ард». В этом отрывке из аята нас интересует слово «бадия», «создатель небес и земли», то есть имеется в виду «сотворил их без предшествующих им аналогов». «Вафиль истиляхи». Если сказать на русском языке, то какое терминологическое значение у слова «бида»? Привнесение какого-либо действия или убеждения, или слова без указания пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, в Коране, или в сунне, или в иджме, или в киясе. В шариате правовое решение выводят из 4 упомянутых достоверных источников. Первое — это Коран, сунна или хадис, иджма, решения, которые выведены из Корана и сунны, на чем единогласно сошлись ученые. Это называется иджма. А четвертое — это кияс, метод аналогии. Например, если нет прямого указания в Коране и сунне, то методом аналогии выводят решение. Некоторые молодые люди приводят хадис пророка, алейхиссаляту вассалям, и говорят: «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это делал?» Не делал. Если не делал, значит, это новшество. Таким образом, они ходят, выучив эти 2 фразы. К примеру, они могут подойти к тебе и спросить: «Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, пользовался четками?» Ты отвечаешь: «Не пользовался». Затем он скажет тебе: «Тогда зачем ты пользуешься? Это же новшество». И вот тогда слушающий удивляется: если пророк, алейхиссаляту вассалям, не пользовался, то можно ли мне ими пользоваться? Хорошо, если ты говоришь, что четкие — это новшество, потому что пророк, алейхиссаляту вассалям, не пользовался ими. И все, что говорится, они тянут в одну кучку. Это новшество, вот это новшество и это новшество. Все, что они говорят, они тянут в одну кучу. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал это? Не делал. Если не делал, значит, это новшество. Делал? Не делал. Выучили 2-3 фразы и везде тычут ими. Теперь давайте посмотрим, что говорит сам пророк, алейхиссаляту вассалям. В одной передаче, риваят, пришло слово «хайрукум», а в другой передаче, риваят, пришло слово «афдалюкум». Лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других, говорит пророк, алейхиссаляту вассалям. Хорошо, тогда я спрошу тебя так. Когда пророк, алейхиссаляту вассалям, обучал Корану, обучал ли он в исламском университете? Нет. Тогда почему ты учишь его в исламских университетах Мекки, Медины, Саудовской Аравии и так далее? Следующий вопрос. Обучал ли пророк, алейхиссаляту вассалям, Корану в переплете? Опять же, ответ нет. Тогда почему ты учишь?
Далее, разложил ли пророк, алейхиссалату вассалям, правила таджвида, буквенные признаки, их произношение в книге, и обучал ли он по ней? Нет. Ну и почему ты изучаешь их таким образом? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о достоинстве изучения Корана и рассказал о достоинстве обучения его другим. Однако тот метод, посредством которого мы изучаем Коран, что это за метод? Соответствует ли он шариату или противоречит? Соответствует. Так знаете, если соответствует, то это не новшество. В шариате есть каида, правило. Например, есть некая цель, ты хочешь достичь ее. Имеется также метод для ее достижения. Вопрос, какое правовое решение будет у метода, который позволяет тебе достичь эту цель? Если правовое решение этой цели ваджиб, то и сам метод становится ваджибом. Если это сунна, то и метод тоже сунна. Вот что означает это правило. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, не писал на доске или в тетради, не писал правила таджвида, не обучал Корану, как мы сегодня. Тогда почему же ты это делаешь? Почему не говоришь, что это новшество? Я же использую твое правило. Пророк, алейхиссалату вассалям, делал это? Не делал. Значит, это новшество. Мы же говорим о твоем правиле. Тогда почему ты делаешь это? И ты не найдешь на это ответ. Потому что у тебя нет понимания, что такое новшество. А что означает новшество в терминологическом значении? Новшество, о котором говорил пророк, алейхиссалату вассалям, которое он назвал заблуждением, всякое новшество заблуждение, а всякое заблуждение в огне – это то, что привнесено в шариат и противоречит ему, противоречит Корану и Сунне. Например, такое новшество, как псевдосалафиты и прочие похожие заблудшие течения. Рассмотрим один хадис из сборника имама Бухари. Кто введет в наше дело то, что к нему не относится, оно будет отвергнуто. Еще один хадис, переданный имамом Муслимом. Если кто-то совершил деяние, не имеющее отношения к нашей религии, то оно будет отвергнуто. Знаете, как толкуют это псевдосалафиты и похожие на них? Они говорят, то, что введено без приказа пророка, алейхиссалату вассалям, это отвергнуто. То есть, то, что он не говорил делать, то, что он не говорил делать, не указывал, они говорят, что оно отвергнуто. В Коране есть аят. И что дал вам посланник, то берите это. А что он вам запретил, то от того удерживайтесь. Ведь Аллах не говорит, чтобы мы удерживались от того, что не делал пророк, алейхиссалату вассалям. Не говорит, чтобы мы удерживались от того, что он оставил. Причин, по которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что-то не делал, было несколько. Одна из них, почему он этого не делал, потому что это является запретным. В этом случае пришло предание, которое это запрещает. Другая причина, к примеру, когда перед пророком, алейхиссалату вассалям, положили жареную ящерицу, он сказал: «Я не буду ее есть». Его спросили, почему? Он ответил: «Мы не едим ее. Тут речь идет об обычае. То есть, откуда мы, там ее не употребляют в качестве пищи». Затем спросили: «Ее нельзя кушать?» Он ответил: «Она дозволена, однако мы не кушаем». И опять тут не сходится ваше правило. Делал ли это пророк, алейхиссалату вассалям? В этом случае пророк, саллаллаху алейхи вассалям, показал нам обычай, поэтому если он что-то не делал, оно имеет несколько причин. И вот Всевышний Аллах сказал в Коране: «Удержитесь от того, что запретил вам пророк, алейхиссалату вассалям». Однако, если ты верно поймешь этот хадис, слово «амруна», которое пришло в хадисе, означает религия, религия ислам.
Любой, кто знает грамматику, тот знает, что в хадисе речь идет о религии. Со времен пророка, алейхиссаляту вассалям, и до наших дней все те ученые, которые делали толкование на этот хадис, понимали это слово именно как религия. В сборнике Бухари есть риваят, где пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Кто бы не ввел в наше дело, это означает в религию, как сказали большие ученые. Это вот тут мы должны обратить внимание. Этот хадис и опровергает псевдосалафитов в понимании новшества. В нем в первую очередь выявляется чудо пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, что он предвидел и рассказал то, что будет после него. Кто введет в наше дело что? Это исм маусуль. Это словосочетание лайса минху. Это джумлятуль фи'лия. Введет что? То, что не из него. Из чего? Из религии. В каждом хадисе есть мантук, слушаемое, и мафхум, понимаемое. Что мы слышим из этого хадиса? Он говорит о том, что если ввести то, что не из религии, оно будет отвергнуто. Если мы возьмем противоположный смысл этого хадиса, то получится, если введем в религии то, что соответствует ей, то оно не отвергнуто. Но как мы определим, что соответствует религии, а что нет? Очень легко. Если противоречит Корану, Сунне, то оно не соответствует. К примеру, Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, предложил собрать Коран воедино, то есть в одну книгу. Умар ибн аль-Хаттаб сказал это Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. Тот позвал Зайд ибн Сабита и рассказал ему о предложении Умара. Зайд ибн Сабит сказал: как мы совершим то, чего не делал пророк, алейхиссаляту вассалям? На что Умар ибн аль-Хаттаб ответил: клянусь Аллахом, в этом есть благо. Он так сказал, потому что пало 70 сподвижников, знавших весь Коран наизусть, и он опасался, что будет необходимость в этом. Какую цель преследовал Умар? Какую цель преследовал Абу Бакр? Сохранение религии, сохранение Корана. И вот оно, сохранение религии и Корана. Это соответствует религии? Да. Это ваджиб? Да. Необходимо ли это? Да. Нужно ли делать такое, даже если этого не было во времена пророка, алейхиссаляту вассалям? Да. И даже если сам пророк, алейхиссаляту вассалям, не делал этого, ответ один. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в этом не было необходимости. Тогда было много людей, которые выучили из его уст весь Коран. И когда они начали умирать, покидать этот мир на джихаде, Аллах внушил Умару ибн аль-Хаттабу, что надо собрать Коран воедино. И тогда Абу Бакр приступает к этому процессу. А после Усман ибн Аффан записывает 4 копии Корана и рассылает их в Куфу, Шам, Йемен. И таким образом он распространяет его. Посмотри этот один хадис. А есть еще другой хадис из сборника Муслима. В нем сказал пророк, алейхиссаляту вассалям: амила амалан лайса алейхи амруна фахуа раддун. Кто бы ни совершил дело, дело какое?
не имеющее отношения к нашей религии, то оно будет отвергнуто. Деяние, не имеющее отношения к нашей религии, будет отвергнуто. Почему вот это слово поясняет его? В другом хадисе поясняется то, что не из религии. Почему это поясняется? Чтобы знали, что дозволено, а что недозволено. Если бы сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям, эти хадисы понимали бы не так, то они бы не посмели ввести то, чего не было в его эпоху. Однако псевдосалафиты говорят, что то, что ввели его сподвижники, дозволено, так как их дела из сунны, согласно хадису, где говорится, что для нас есть его сунна и сунна праведных халифов, которые будут после него. То есть, то, что они делали, можно, а то, чего они не делали, нельзя. Хорошо, а кто велел записать хадисы? Велел ли кто-либо из подвижников пророка, алейхиссаляту вассалям, записать хадисы? Не велел. Это был Умар ибн Абдуль-Азиз. И не был сподвижником. Он был лишь правителем позднее их времен. Однако из-за сильной веры и глубокой богобоязненности его называют пятым халифом после 4 праведных халифов. Настолько он был великим человеком. С его повеления были записаны хадисы. Во времена правления Умара ибн Абдуль-Азиза жил великий ученый имам Малик, который написал Муатта, сборник хадисов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, похоронен в своем доме, в комнате Аиши. Используя эту и другие комнаты, Умар ибн Абдуль-Азиз расширил мечеть, да будет доволен им Аллах. Во время пророка, алейхиссаляту вассалям, не было сегодняшних видов наук, таких как вероубеждение, исламское право, основы исламского права, шариатские правила, правила чтения Корана, толкование Корана, хадисоведение, основы хадиса и другие виды наук, которые появились позже. Правила заблуждающихся. Ваше правило. Делал ли это пророк, алейхиссаляту вассалям? Не делал. Тут не подходит. Оно не так употребляется. Если то, что он не делал, запретно, то как до тебя дошла его сунна? Знаете ли вы, как до вас дошли эти хадисы? Хадис, который ты читаешь, его цепочка передач от пророка, алейхиссаляту вассалям, доходит до нас через людей, которых ты запретил, называя их приверженцами новшеств. Ведь это они довели до тебя сунну. И поэтому люди заблуждаются. Вот хадисы, записанные Ибн Маджей. В 210-м хадисе передается: кто бы ни ввел новшество, какое новшество? Которым недоволен Аллах и его посланник, на нем бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет действовать согласно этому, не убавляя их долю. Здесь мы должны обратить внимание на следующее словосочетание. Кто бы ни ввел новшество, которым недоволен Аллах и его посланник. И какой у хадиса противоположный смысл? Новшество, которым доволен Аллах и его посланник. Однако в шариате это не называется новшеством. В шариате это называется обязательным действием, к примеру, изучение грамматики. Если спросить, какой хукм изучения грамматики, то ответом будет «ваджиб». До сегодняшних дней, еще до того, как псевдосалафиты не начали говорить об этом, великие ученые донесли и разложили для нас хукмы разных действий, будь это ваджиб, суннат, мубах, карахат, харам. А к запретным действиям относится новшество, противоречащее шариату, греховное. И таким образом, все запретное входит в хукм харам. Например, меня спросят, какой хукм изучения науки грамматика? Какое заключение у этого действия согласно шариату?
Я отвечу, что это ваджиб. Если спросят, было ли это во времена пророка, алейхиссалату вассалям, то мой ответ не было. А зачем нам нужна эта наука, грамматика? Затем, чтобы вот это верно прочесть. Чтобы правильно читать Коран, чтобы правильно понять его, чтобы познать верным образом, чтобы не ошибиться, чтобы не ввести себя и людей в заблуждение. Вот для чего нужна грамматика. И она один из методов, которые ведут к Корану и Сунне. Поэтому если введенным действием довольны Аллах и его посланник, алейхиссалату вассалям, как мы это видим в хадисе, оно является или обязательным, или желательным. Когда про эти действия говорят обязательное новшество или хорошее новшество, как мы уже сказали, то в языковом значении имеется в виду все, чего не было в то время. К примеру, будь это свет, камера, микрофон, доска, которой не было в ту пору. Всего, чего не было в то время, называют новшеством. И только в языковом значении это называют новшеством, а так это называется обязательное действие. А вот теперь смотрите. Это тот же хадис из сборника Тирмизи, Аль-Джамию Кабир. И тот, кто привнесет заблудшее нововведение. Что такое заблудшее нововведение? Это то, что противоречит Корану и Сунне, которым недовольны Аллах и его посланник. Ему будут записаны грехи, подобно греху того, кто совершит деяние в соответствии с этим, и то не убавит из ноши людей ничего. Этот хадис хороший. Мы видим, это сказал ат-Тирмизи, вынесший решение, что этот хадис передан по хорошей цепочке передатчиков. Ат-Тирмизи является одним из 10 имамов, донесших до нас пророческое наследие. А теперь мы посмотрим на слова, добавляемые псевдосалафитами из Саудовской Аравии и других мест к хадисам ат-Тирмизи. Смотри сюда. Они приводят этот же хадис, и со словами, где было вынесено решение, что он хороший, в этом месте псевдосалафиты написали: его цепочка передатчиков слабая. Если говорить по-русски, на каком основании это добавляется сюда? На какой основе это добавляется к хадису, о котором ат-Тирмизи говорит, что он хороший? Если ты скажешь, его цепочка передачи слабая, и какой-нибудь молодой человек, прочитав, что он слабый, так и поймет это и примет его за слабый хадис, он же противоречит словам того, кто из числа праведных предшественников. И к тому же он говорит, что он является из числа следующих за саляфами. Какой же ты салафит, если ты следуешь мнению людей, противоречащих постановлению, вынесенным праведными предшественниками? И поэтому что мы скажем, подводя итоги? То, что не было в шариате во времена пророка, алейхиссалату вассалям, а затем появилось, однако соответствует исламу, сохраняет его и является необходимым в нем, называется либо обязательным, либо желательным действием. В терминологии понятие «нововведение», согласно шариату, это все то, что противоречит Корану и Сунне. Не все, чего не было в то время, называют новшеством. Новшеством называют то, что противоречит. Если бы так называли все, что не существовало в эпоху пророка, алейхиссалату вассалям, то в таком случае ты, ведущий этот разговор, противоречил бы сам себе. Ты противоречишь своему разговору, который ты же и ведешь. Этот разговор противоречил бы сам себе. Хотя мы и повторяемся, но все же, к примеру, были ли в то время обсуждаемые нами виды наук? Нахв, сарф, тафсир? Не было. Тогда зачем они сейчас существуют? Потому что они необходимы, потому что без них невозможно. Если бы хадисы не были бы записаны, откуда бы мы их узнали? Сейчас они в сборниках имама Аль-Бухари, другого, третьего и так далее. У составителей сборников есть свои условия, основы для признания достоверности хадиса. Говоря простым языком, для указания достоверности каждого хадиса у них есть свои условия. А были ли установлены те условия пророком, алейхиссалату вассалям? Я спрашиваю тебя, не были? Неужели ты хочешь сказать, что имам Аль-Бухари совершил новшество?
Если ты называешь новшеством все, чего не было в то время, то ты должен придраться к Аль-Бухари, к Муслиму, всем, кто записал хадисы, всем, кто записал Коран, всем, кто это распространял, всем, кто написал труды по различным видам религиозных наук, всем, закончившим университеты, институты. Ты должен придраться ко всем к ним. Вы хоть знаете, что вы говорите? Вы ведь даже сами не понимаете, что несете. Да наставит нас Аллах на путь истинный.